универсален тем, что, во-первых, он, как для клатча, довольно-таки большой, да, ну, то есть не маленький. Очень часто, очень распространены вообще такие совсем небольшие клатчики кошелечного типа. Вот, я приемлю тоже такой вариант клатчи кошелечный, да, как я говорю. Вот, но на какой-то, по каким-то обязывающим поводам особым, да, там, на вечер под определенный образ, наряд и мероприятия. Этот клатч более такой casualный, повседневный, то есть он не обязывает к какому-то событию, и им с ним довольно удобно выходить, потому что, во-первых, ну вот он сделан, да, таким конвертом. Удобство заключается в том, что он выполнен из такого мягкого материала, что позволяет довольно-таки эффективно его наполнить. Я не то чтобы люблю носить с собой кучу ненужного хлама, нет, но опять-таки мне комфортнее выходить из дому не только с телефоном, ключами от квартиры там, и помадой, да. Я обычно люблю взять еще с собой там, например, влажные салфетки, какую-то маленькую расчесочку, пудреницу, но вот какие-то такие вот вещички первой женской необходимости, скажем так. Вот, и для того, чтобы это все как-то гармонично помещалось, желательно, чтобы клатч был таким вот мягким и позволял такой, да, элемент расширения при наполнении. Вот. Собственно, это и происходит с данным экземпляром, чему я очень рада, и поэтому очень им довольна. То есть, в принципе, позволяет взять с собой все самое необходимое, даже больше. Значит, спереди, как я уже сказала, вот он выглядит таким конвертиком. Сзади он выглядит вот так, тоже довольно стандартно. Меня очень радует также, что тут присутствует вот этот вот дополнительный замочек, куда можно положить какие-то мелкие предметы, которые вам необходимо чаще всего как-то быстро найти, например, ключи от квартиры, да, чтобы не стоять под дверью, не рыться долго у себя в сумочке, четко знать, где они находятся и как быстро их найти. Вот, поэтому я люблю, когда на спинке сумочки или клатчи какие-то вот такие вот удобные дополнительные отделения присутствуют, небольшие. Тут вот такая вот есть собачка, да, с таким вот милым кругляшком декоративным. Так, далее также тут идет вот такой вот дополнительный съемный ремешок, небольшой, да, как видим. Я, кстати говоря, не помню, обычно в комплекте ко всем клатчам, чаще всего, точнее, еще идут дополнительно при наличии вот таких вот петелек металлических, да, чаще всего идут еще и длинные ремешки в комплекте, но я, честно, в упор не помню, шел ли такой длинный ремешок в комплекте с этим клатчем. Но это уже не суть дела, важно, надо будет бороться, посмотреть, может, правда, что-то шло. Главное, что мы знаем, что шел вот такой вот маленький ремешок. Он
кармашек тоже небольшой, но довольно-таки вместительный. Тоже сюда можно положить какие-то мелочи, чтобы не затерялись в общем отделении. Я очень люблю, когда в сумке, в сумочке или в клатче есть какие-то дополнительные отделения, да, разделители, чтобы можно было содержимое как-то рассортировать и точно знать, где что находится, иметь возможность быстро все найти, а не копаться в общем пространстве, да, в общем отделении. Вот, вообще, вот такой вот клатч, еще раз повторюсь, очень универсальная вещь, очень удобная, как для клатча. То мне очень даже нравится. То есть, видите, он такой вроде как черный, но за счет своей текстуры больше подходит, наверное, цвет мокрый асфальт, да, чтобы как-то описать. То есть он не совсем черный, а вот такой вот цвета мокрого асфальта. Такой вот клатчик. Так, далее следующий клатч очень отличается от первого. Во-первых, он такого очень красивого мятного цвета, но для кого-то мятного, для кого-то бирюзового, в общем, кто как видит. Этот клатч, во-первых, уже из натуральной кожи, во-вторых, он уже не такой мягкий, то есть он более плотный, в-третьих, он как раз таки вот именно такого кошелечного типа, который, скорее всего, не поносишь на каждый день,
клатч фирмы Витхен. Возможно, многие знакомы с фирмой Витхен. Фирма Витхен, ну, как бы славится тем, что производит качественные кожаные изделия, кошельки, ключницы, сумки, клатчи. Вот. И мне этот клатчик очень нравится. Это тоже был подарок. Я была в восторге, когда мне его подарили. Конечно,
я еще никуда с ним не ходила, поэтому все эти элементы пока еще тут. Вот. Собственно, вот таким вот образом он выглядит внутри и снаружи. Давайте посмотрим, что нам тут Витхин пишет. Значит, Витхин Handmade. Так, тут все не на русском, а я так понимаю, на немецком. А нет, на английском. Но вот тут есть еще на русском. Так, тут нам пишут, что кожа это натуральный материал, требующий специального ухода. Ее необходимо беречь от намокания. Однако в случае промокания ее следует сушить вдали от источников тепла и не допускать до пересыхания. Для ухода за кожей необходимо применять соответствующие средства, то есть кремы, гели и пасты, подобранные к цвету и структуре кожи, благодаря чему изделие служит дольше. И тогда кожа сохранит свои качества, такие как эластичность и красивый блеск. Такие вот рекомендации от фирмы Витхин. Так, дальше. Тут у нас сырье натуральная кожа, несоответствие изделия, договору подлежит рекламации. Так, гарантийный период 2 года от даты приобретения. Гарантия распространяется на все дефекты, возникающие по вине производителя. Условия гарантии доступны в фирменных магазинах и на интернет-странице vithin.com. Такая вот маленькая приятность от фирмы Vithin. Так, ладно, хватит пить диффером по этому клатчу. Клатч классный, очень красивый, стильный, я от него в полном восторге. Напишите в комментариях, какой клатч вам понравился больше всего. Мне будет интересно почитать. Так, ну, на этом с клатчами все. В принципе, чтобы немножко продлить эфир, время видео, давайте покажу вам еще быстренько кошелек свой, который я купила тоже в Accessorize. Он по текстуре очень напоминает вот этот вот клатч. Да, очень похож. Только заметила. Кошелек, по-моему, тоже из кожзама. По-моему, в аксессуарах нет, практически нет кожаных изделий. Вот, ну, в общем, мне этот кошелек очень нравится. Я долго искала себе кошелек, где только не искала. И не потому что я такая привередливая, не могла найти себе подходящий, потому что у меня основной критерий к выбору кошелька это то, чтобы он был небольшой, то есть миниатюрный, да, фактически вот там с мою ладошку, там, ну, с мою кисть, даже чуть меньше, чтобы его удобно было в случае чего держать в руке. Вот, они такие, ну, я понимаю людей, которые носят большие кошельки, но мне такое не подходит, мне неудобно ими пользоваться, поэтому я всегда ищу какие-то компактные кошелечки, такие вот, да, как бы раскладные. И вот почему-то ничего подобного долго найти не могла. Это какая-то прям какой-то квест был. Если нахожу какой-то вот такой небольшой, то там как совершенно как-то очень примитивно все внутри сделано, как-то мало отделений, нет места ни под карточки, ни под визитки, ни под что, ни под мелочь толком. Вот, либо наоборот,
Вот, а этот вроде бы как такой максимально отвечающий требованиям, в принципе, такого спокойного серо-буро-малинового цвета. Можно так сказать. Как кто-то мне когда говорил, цвета тауб, кажется так. Вот, в качестве легкого декора тут идет такое металлическое сердечко и кисточка. Вот, ну, при желании все это можно снять, но меня это особо не напрягало, поэтому я оставила. Тут такой хлястик. Значит, вот так вот с одной стороны выглядит, сбоку, сзади. Тут два отделения. То есть очень удобно мелкие деньги отсортировывать от крупных. Вот. Тут тоже всякие мелкие отделения для карточек, визиточек и всего такого. Сюда еще можно что-то напихать. Застегивается на кнопочку. И также очень удобно. Вот тут есть отделение для мелочи. Очень удобно мелочь доставать. И сбоку тоже есть небольшое отделение. Я его использую как бы для каких-то мелких записей. Там, если мне чек какой-то дали, или там что-то написали, рецепт, например, в аптеку, там, ну вот что-то такое, знаете, какие-то записочки, мне удобно их сюда складывать и потом при необходимости, или список, ну, там, если список магазин, да, список продуктов, ну, вы меня поняли, в общем. Вот я использую вот это отделение именно так. Мне кажется, все равно очень удобно то, что оно такое тут есть. Вот. Ну, попробуем издать тоже какие-то традиционные звуки посредством этого кошелечка. Там у нас звенит сердечко. Пожмакаем чуть-чуть. Ну и цвет такой тоже довольно-таки спокойный, универсальный. Я вот не люблю сильно кричащие кошельки, там типа ядово-розовый или красный какой-то. Вот, ну, тоже никого не осуждаю, но вот у меня, ну как-то вырви глаз цвета для кошелька. Я считаю, что это лишнее, тем более привлекает карманников. Если он у вас там ярко-красным светится из сумки, конечно, рука потянется. Вот. А мне нравится, что это такое более спокойное, не привлекающее внимание, универсальное, многофункциональное. Вот так вот. Ну, дорогие друзья, на этом вроде бы как и все. Вроде бы видео получилось не очень-то коротким, как раз такой вот именно золотой серединкой. Вот. Надеюсь, что вам было интересно, что что-то порадовало ваш глаз, что видео было для вас усыпляющим и расслабляющим. Буду очень рада, если это так. Спасибо вам большое за внимание, спасибо вам